Ну что ж, дамы и господа, как хорошо, что сегодня мы все-таки собрались в этой студии, потому что еще недавно мы с Давидом не знали, с кем придется разделить этот эфир. И отряд самоубийц в сборе. Да, вот я уже вижу комментарии в постах и под эфиром, мол, куда катится молодежь, что попираем традиции и так далее, что скоро вот даже эротику будем в детское время крутить, да? Надеюсь, что нет все-таки. Но, может быть, ты представишь сперва наших гостей? Да, конечно. Наши сегодняшние гости, я так думаю, для большинства жителей Осетии не нуждаются в представлении, но все-таки прекрасная журналист и политик Элина Сугарова и известный не только в Осетии и России хореограф Алан Кокаев. Ну, отряд самоубийц, вы готовы, что в вас полетят tomatoes, помидоры и не только? Это в лучшем случае. У нас? В вас. В нас во всех. Ну, сейчас поймем, так что давайте, да, Да, повеселимся. давайте тему озвучим. Это особенности национальной любви. Меня прям перекашивает. Погнали. Это слово. Тем более, что инфоповод у нас имеется, не так ли, Давид? Да, инфоповод в последние 2 дня на устах у всех. Это девушка из Санкт-Петербурга, которая сбежала из дома. У нас новость на экране есть, если вдруг кто не в курсе. Да, девушка сбежала из дома не просто так, а через окно по канату, связанному из простыней и вещей, не куда-то, а к осетину. Ну вот случай произошел в канун, хотел сказать, Дня всех святых, Дня влюбленных, но этот праздник для нас чужеродный, поэтому сейчас не об этом, а вот поговорим, разовьем любовную такую тематику. Она в этот день это сделала? Ну, она накануне. Это не суть важно, когда она это сделала. Главное, что это сделала она раз, а еще это сделала американка, да, Давид, кажется? С американкой тут сложнее немножко история. Все помнят, как пару лет назад американка Обри Мишель Аллен приезжала сюда, в Осетию, для того, чтобы выйти замуж за своего любимого осетина, моздокчанина Алана Хачирова. Но тогда ее завернули, и не угроза тюрьмы. И уронили? Не угроза тюрьмы, не угроза депортации, и даже тюрьма не испугали молодых. И сейчас они вместе. В Америке, что немаловажно. Алану, скрипя сердцем, пришлось покинуть. Но мы родину. тут скрытый умысел не будем искать. Мы, наверное, все-таки попытаемся понять, что ищут и находят эти девушки в наших остинских мужчинах. Вот как, по-вашему, гости дорогие? Чего Алан? им не хватает, да, Я? у себя дома? Уступим? Ну, нет? хотят уступить даме Элина. Не, я-то готов, я-то знаю, но знает ли Элина. Не скромно, Алан, не скромно. Ну, Элина, хорошо, давай с тебя похвально. начнем. Что эти женщины находят в Да, наших вот как парнях? по-твоему, да. Мужчин, собственно, наверное. Ну, у них же есть там свои. Что в Питере культурных мужчин нет. Или Наши обаятельных. брутальнее. Брутально. Хорошо, да, в таком всё-таки? случае, чего нашим девушкам не хватает, что они постоянно жалуются, а? Тоже мужчин. Их, в принципе, мало. А в какой стране, в каком месте тогда живет вот этот ultimate брутал? Но смотри, здесь же дело не в количестве, а в качестве. Здесь, наверное, больше вопрос о том, что все-таки наши мужчины отличаются от тех мужчин, которые живут в столице, в Санкт-Петербурге, в других, возможно, городах, регионах. Да. А чем же? Что там за... Ну, вот многие говорят, что в наших мужчинах присутствует та самая суровость, которой нет, ну, в прочих, наверное, не кавказских народах нашей необъятной родины. Ну, Алан сказал, что знает. Да, Ну, я на самом деле пожил 8 лет в Москве, и мне кажется, я на самом деле знаю, почему так происходит, потому что часто так вот, я даже наблюдал одно время, почему именно вот сразу, даже сейчас абстрактно скажем, не осетин, а кавказской, да, там, национальности девушки сразу как-то, потому что у него есть четко выраженное «я», и он, условно говоря, уверен в том, что говорит, в том, что преподносит ей. Конечно, к сожалению, часто это может расходиться с настоящим, но это первое, что подкупает девушек, то, что есть четкое «я», то есть мужское начало, и он не виляет, так скажем, а знает, чего он хочет.
Элина, ты Женщинам это согласна? нравится, мне кажется. Елена, ты согласна? Наши мужчины всегда четко говорят, знают и понимают, что делают. Нет, тут другая история. Наши-то знают все, а они-то еще до конца не знают. Ну, то есть все самое интересное впереди. То ты есть я хочешь не говорю о сказать. том, что у нас там проходимцы. Нет, ну люди разные бывают. Поэтому я сейчас говорю о тех ребятах, которые достойны. Поэтому мне кажется, что менталитет, воспитание, культура, есть что рассказать. Я думаю, что, допустим, русская девушка многое может узнать из уст осетина, там, и легенды, и рассказы. Легенды? И песни может спеть и Этим они танцевать. занимаются, я думаю, да? Сейчас. Но вот самое важное, чтобы это не осталось легендой. Да. Ну, о легендах, вернее, о сказаниях, это чуть позже мы поговорим об этом. А вот можем ли мы сказать, что вот эти качества, которые вы сейчас озвучивали, это можно вот под одно такое слово емкое собрать суровость? Вот наши мужчины, они такие суровые, вы согласны? Ну, Ну, суровыми же обычно сибиряков называют, или я что-то путаю. Челябинцев. Но говорят, они очень похожи с нашими мужчинами. Сибиряки, да, сибиряне, которые вот, на севере... мужчины же тоже не все одинаковые. Есть такие суровые, угрюмые, есть улыбчивые, радостные. Это, как скажем, внешность, да, это ни о чем на самом деле не говорит. Есть суровые, но трусливые, есть улыбчивые, но смелые. Поэтому тут не в этом дело, я думаю. Ну, смотрите, все-таки вот хочу вас вернуть к этой теме суровости, потому что она вот есть, присутствует, ну, не знаю, напускная она или реальная, но она есть. И вот, мальчики, ответьте, это что суровость? Вот как она проявляется, по-вашему? Вот мне, например, кажется, что суровость у наших мужчин проявляется в том, что нельзя ни в коем случае взять за руку в публичном месте свою девушку, да, нельзя признаться ни в коем случае в любви открыто. Элина, вот ты как считаешь, это нормально проявлять чувства? Ну, если не прям вот на людях, да, хоть как-то свои чувства Проявлять проявлять. чувства – это нормально. Да, В принципе, да. хорошо. Я вот не согласен, что это нельзя. Это дело не в нельзя. Это вот если он, условно говоря, осетин реальный, да, то он просто Реально, физически, типичный. у него просто стоит стоп, он не может это сделать как бы. А Не почему потому, что это вот, помните, это менталитет, это воспитание, это вот атмосфера, в которой он рос. Опять же, если он не парниковый какой-то там, да. Стоит стоп на Это- что? Ну, это как сказать, это вот, допустим, это воспитание, это семья. Он не может встать там, я не знаю, публично на колено, там, я не знаю, там, Ну или ведь- расцеловать ее, потому что это вот внутри нету этого. Это вот сейчас мы, допустим, такие все современные стали и говорим, что нельзя, и поэтому вот он хочет, но нельзя, он не может. Нет, это на самом деле по-другому. Ну, вот эта избитая уже история там в литературе у Коста, когда отец не мог помочь своему ребенку, взяв его на руки, ему приходилось держать его за подол ногой, чтобы вот избежать порицания общественности. А вот что мешает? Мне просто хочется понять, что мешает нашим мужчинам взять за руку свою любимую девушку. Элина, вот если взять две модели мужчин, да, А давайте проголосуем. проголосуем за Ну, что? вот кто за то, чтобы у нас по городу за руки держались и ходили по городу? Ну, кто за? просто за руку, под руку У нас держаться. оператор Не, вот голосует рука за руку, вот так ходили, чтобы по городу. Кто за? Ну, почему бы нет? Я против. Я не знаю, мне просто еще домой ехать. И опять же, не потому что там, я там какой-то, я пацаны очень не поймут. современный человек, но это как бы не с нашим менталитетом это не вяжется. Я не знаю. Давид, Что, Давид? ты за голосовал или против? Я просто Вы не... все втроем голосовали, да, я видел. Так, мы сейчас в Мы прямом сейчас эфире. Перемотать. возьмемся. Давид вообще говорил что-то там про кровную месть. Я вообще не понимаю, какое отношение имеет это к Смотрите, теме вот эфира. это очень интересный момент. Давид, Вот, что ты первое, что я хотел узнать, у нашего гостя, у Элины. Вот возьмем две модели мужчин, да, возьмем сурового осетина, который не возьмет на людях ребенка на руки, не возьмет жену за руку, да, потому что, не потому что нельзя, а потому Не что, как свою, сказал ничего. Алан, ну, нет у него этого. Или возьмем... Ну я не фанатично тоже говорю. Я абсолютно понимаю, да. И мне самому бывает неловко, честно говоря, несмотря на все мои либеральные взгляды. И возьмем, значит, какого-нибудь, ну, условного итальянца, да. По качествам оба этих человека, если мы эту условную ситуацию берем, и этот замечательный человек и семьянин, и этот замечательный человек и семьянин. Вот тебе, Ирина, кто бы был ближе? Тот, кто может вот эти вот чувства проявить, да, раскрыться, сказать какие-то слова любви? Или человек, который все-таки более сдержан, ну, ты знаешь, что вот человек делает дело просто. Ну, здесь, наверное, ключевое слово, во-первых, на людях.
Да. А во-вторых, мне кажется, мы чересчур углубились в рассуждение о качествах мужчин и совсем ничего не сказали о женщинах. Ура! Потому что, Давайте грубо скажем. прозвучит каждой твари по паре. Есть женщины, тоже бывают разные. Как у нас Есть сегодня в эфире. Да, есть женщины, которым точно так же, то есть не по понятиям ходить за руки по улице, и совершенно нормально, наверное, и это тоже. Почему, собственно, возвращаясь к началу нашего разговора, почему мужчины из Осетии привлекают женщин, во многом не только из-за качества мужчин, мне кажется, а потому что, наверное, в нашем мире стало слишком много уставших быть сильными женщин, которые ищут сильного мужчину, который будет рядом. И тут вот вопрос, наверное, не в том, проявляет и как он проявляет свои чувства, сколько, наверное, дело немножко в других вещах. Кого бы выбрала я? Ну, мне тоже, допустим, публично проявлять свои чувства, ну, не по понятиям, скажем так. Я, несмотря на то, что за то, чтобы люди ходили на улицах, держась за ручки, потому что я не склонна кого-то ограничивать в этом. Но сама, допустим, я так, наверное, не смогла бы. Хорошо, замечательный ответ. И от себя тоже могу сказать, да, что согласен с Элиной, я тоже за, но я не могу. И тут смотрите, какой момент, да? Короче, все вернулись. Поймите меня правильно, да, но мы сейчас говорим, но мы вот, когда часто собираемся где-нибудь с ребятами, с друзьями, обязательно начинаются разговоры о том, какими наши предки были воинственными, да и не только предки, вот и любой конфликт, да, там обязательно есть какой-нибудь осетинский отряд. И обычаи кровной мести, когда чуть ли, может быть, не к месту сказано, да, у нас сегодня про любовь передача, но кровная месть в Осетии была страшной, целыми селами просто вырезали людей. И когда мы говорим об этих вещах в нашей культуре, мы говорим о них, мы редко говорим о них с сожалением, иногда даже с небольшим налетом гордости, да, ну вот типа, ну было, мы вот такие. И некоторые вовсе за то, чтобы вернуть, да, вот эти традиции. А когда видим, что кто-то берется за ручку там или обнялся, я не говорю о каких-то крайних проявлениях чувств, да, это все-таки, то нам становится неловко. И это как минимум как-то странно. То есть война и кровь для нас ближе получается, чем любовь. Не кажется ли это вам немножко таким вот Я бы сказала, странненьким? это вопрос исторически так сложилось. Ведь понятие человеком, ну, Ну, воевали ведь все. Вот когда мне говорят, извините, что перебил. Не все. Нет, почему? Вот сейчас европейцев называют мягкотелыми и так далее, но в свое время больше них не воевал никто. Ну, Ну, вот это что? те, на кто самом деле- воевали, их убили. Ничего, мне кажется, остальные. особенно общего Жестоко. нету у этого сравнения. Это такие глобальные вещи. Тут люди умирают, а тут А тут рождаются. Совсем другое. с помощью того, что тарку держится. Ну, хорошо, Давид, я предлагаю пойти еще дальше. Давайте вернемся к нардскому эпосу. И вот он не дает покоя половине нашего телевидения, потому что, ну, смотрите, давайте Потому что выведем... нам раздали книжки. Давайте нет, книжки у нас с детства у всех Заставили есть дома, в серванте, там, но давайте слайды посмотрим как раз. Там все дело в чем? Вроде бы все должно быть скромно и пристойно, но когда мы открываем сказания, то натыкаемся на такие эпизоды, что просто кровь стынет. И Да, это вот. достаточно откровенные сцены. И мы можем говорить об иносказательности и искать какой-то там тайный смысл, но мне кажется, есть вот такая фраза «банан – это просто банан», то может быть и так в этом случае, нет? Как вы считаете? И взять даже ту же эталонную шатану, она... Вспомните, как родился Сослан. Ну, мы можем, в принципе, не углубляться. Так, я думаю, все знают нардский эпос достаточно неплохо. Были, конечно, кстати, были сокращенные версии в советские времена, и, видимо, жалели просто читателя, но сейчас мы можем прям в полном оригинальном, можно сказать, издании ознакомиться. На самом деле, вот хороший нартовед, он мог бы подробно бы, наверное, Парировать. Да, он мог бы нас всех, допустим, там... Заткнуть за пояс или просто не то, что объяснить? заткнуть, Или просто а заткнуть. рассказать нам внутреннюю составляющую этого всего. Но я, допустим, к этому как отношусь? Это все-таки это литература все равно. Как бы она ни была, это как кино, с другой стороны, из серии, что если это кино про любовь, там могут быть, извините за выражение, там откровенные сцены, допустим, потому что они, в принципе, есть, и мы люди, и мы рождаемся там, и все знают, как это происходит. Поэтому просто, мне кажется, в данном случае в нардском эпосе это оголяется и в виде определенных сцен из жизни.
все люди на Земле в любом случае одинаковые, и есть и хорошие, и плохие стороны. Поэтому в данном случае это не относит нас к чему-то аморальному или там бескультурному. Ну, то есть, да, Элина? Если все люди одинаковые, почему Астинам нельзя держаться за ручки, а всем остальным А можно? это уже традиции и менталитет. Это уже такие тонкости, которые отличают нас друг от друга, потому что, ну, условно говоря, если бы мы сейчас сидели русская, там, осетин, еврей, еще, да, мы бы все были людьми, там, мы бы все знали определенный этикет, который у нас в жизни, допустим, поздороваться, там, не обидеть, ну, все мы знаем, да, но Кто-то есть... бы танцевал тверк при этом. Да, но в любом случае у нас были бы отличия, которые они с нашими традициями были бы, вот, так скажем. Ну, то есть вы Бок о признаете, бок. что вы не можете держать за ручку девушку, потому что кто-то когда-то сказал, что так нельзя. Нет, абсолютно нет. Потому что я, в принципе, как-то не знаю, что мне кто-то это сказал, я как-то с этим вырос, и у меня это внутри меня. Ну, И когда, началось-то ж с этого. опять же, ну, все, да, наверное, с этого начинается. Я бы никогда не заговорил на остинском, если бы никто не разговаривал рядом со мной на остинском. А я, кстати, никогда не заговорил по-осетински, если бы в ты свое здесь, время да. не пошел работать в поликлинику. Спасибо российскому здравоохранению. И вопрос, немножко отвлечемся. Кто ваш любимый персонаж из Нарского эпоса? Элина, с тебя начнем. Ну, просто, вот мне интересно Какой самому. удар от классиков. Это очень неожиданный для меня вопрос, я даже не знаю... Я предлагаю дать Ну, это Элине и сложновато Алану ответить, да. время на раздумье. Пускай подумают за время рекламной паузы. Смотрим, не переключайтесь. Так, вот мы тут пообщались за время рекламы, и у меня прям сердце ёкнуло. Ребята сказали, что у них нет любимых персонажей из Нарского эпоса. Да как такое вообще возможно? Это не говорит о том, что мы их не любим. Нет, я имею в виду, как можно не выделить кого-то, как это ж как, ну, грубое, может, сравнение кому-то не понравится, но для меня, да, по размаху и по вот прорисованности Увеличение персонажей, трагедии. это как DC Comics, как можно кого-то не любить? Вот я для себя выделил «Дочь солнца» Ададзе, мне просто имя нравится. Ага. Ну, у меня есть своя теория по поводу того, почему ты именно этого персонажа тоже, да. выбрал, но это уже вне эфира. Давайте все-таки тогда оттолкнемся уже. Нет, мы попрощаемся с темой сказаний. Мы сегодня все-таки по другому поводу собрались. Смотрите, если мы такие скромные, если мы такие традиционные, да, то давайте вспомним, как происходили знакомства. Раньше знакомились на фамильных пиршествах, через родственников, да, и брачные отношения, в принципе, сводились к минимуму. Давайте посмотрим фрагмент из фильма «Фатима» и вернемся в студию, обсудим. Смотрим. Джамбулат, Фатима, ты здесь. Ты пришла. да, не дай бог отец узнает. Боже, мне страшно. Не бойся. Ничего не бойся. Пусть узнает. Я люблю тебя. И скажу ему сам о нашей любви. Не надо. Не говори, Джамбулат. Он разлучит нас. Нас разлучить невозможно. Мы убежим, Фатима. Нет, нет, что ты? Отец проклянет нас. Пусть проклянет. Я люблю тебя. Ты одна владеешь моим сердцем. Тобой одной полны мои думы. Убежим в Кабарду. В Кабарду? Ты уедешь со мной, Фатима? Ты любишь меня? Скажи. Я люблю тебя, Джамбулат. И поеду за тобой всюду, куда ты скажешь.
вот эти такие длинные по хрону мучения Ибрагима, при всем уважении к великому творению Куста, мне кажется, это вот мучение нашего народа, когда они видят, как люди держатся за руки. Как тебе кажется, Алан? Ну, во-первых, знаете, что хочу сказать? Вот я этот фильм с раннего детства смотрю, я не знаю, там очень часто, и сейчас бывает пересматриваю. И сейчас там был момент, когда был поцелуй. Да. Мне раньше казалось в детстве, думал, как, они же осетины, как они могут целоваться? Вот. Но сейчас я, опять же, был небольшом, смутился, потому что он в черкеске, она в традиционном осетинском костюме. И опять небольшое смущение. Я просто понял, что это, опять же, то, что это в жизни есть, условно говоря, но не принято это показывать на показ. В данном случае это кино, и там их никто не видел, кроме Ибрагима, о котором они не знали. Поэтому как бы вот как-то так. Но все равно даже здесь нас это смущает. Якобы мы сейчас обсуждаем, что как, они же вот видите, как бы это самое. Да, кстати, вот Элина сделала да? Это Всё сделала не я. Это сделал кто? я. Это сделал То есть я. поэтому это неправильное восприятие. Они ничего плохого не сделали. Они были наедине, они никому не изменяли, так Меня, скажем. кстати, не смущает эта сцена. Ну, на самом Не, деле... она не смущает сейчас уже, понятно. Я помню, вот в детстве у меня было такое. Вы ощущение. знаете, это может быть находка режиссера Владимира Вальева, то есть, может быть, и не было, но мне все-таки кажется, что было, просто это не было какой-то частой практикой. Ну вот я уверен, что в то время, когда была премьера этого фильма, там бабушки, дедушки сказали, Махазар, посмотри, что произошло. Условно говоря, люди, которые их, может, в жизни знают, как они актеры знают, но вот, посмотри, они целуются, условно говоря. Я бы их, думаю, они осудили бы их за это. Ну, смотрите, это, мне кажется, ни для кого не секрет, да, это такой вот общеизвестный факт, что в обществах, в очень традиционных или просто в традиционных, коим является осетинское общество, и в таких обществах, где все табуизировано на словах, по крайней мере, обычно существует довольно бурная и местами, не хочется такого слова говорить, честно говоря, в эфире национального подбирай телевидения, тщательно но слова. да, немножко развязанная закулисная жизнь. Есть такое дело, и этому ярчайший тому пример – это страны Ближнего Востока, например, Арабские Эмираты, где из-за того, что Надеюсь, нас не такой смотрят очень часто. медийной стала страной, да, Дубай и так далее, мы узнали, что есть два Востока. Это один Восток на показ и другой Восток, тот, который начинается, когда иностранец отворачивается. Вот можно я прокомментирую Да, вот этот момент? конечно. И фильм заодно. Мысль моя простая. Нельзя ни одну традицию, которая появилась в обществе, рассматривать в отрыве от общества и от уклада жизни, в который момент вот появилась эта традиция. Я не случайно Алана задала вопрос, если бы кто-то когда-то не сказал, что так нельзя, мы бы об этом не знали. Ведь не случайно именно такие традиции появились в этом обществе. У нас когда-то был потрясающий преподаватель философии, который учил нас смотреть на все осетинские традиции немножко шире. И понятно, что суть была не в том даже, что это там может стыдно или что-то еще. Там были определенные причины, почему именно так себя вели. А когда лицемерие как раз-таки начинается тогда, когда вот этот смысл почему утрачивается, и у нас остается только внешнее Оболочка. соответствие, и теряется внутренний смысл. Ну, на Это самом то, деле, что происходит... Секунду. То, что происходит во многом сейчас и в Северной Осетии, по большому-то счету. Очень многие традиции мы помним визуально, как они выглядят, но мы уже не понимаем, почему так делали. Вот и все. Поэтому у нас получается двойное дно. Я на самом деле тоже согласен с тем, что это очень как бы очевидно, что можно казаться таким воспитанным, хорошим, там, не держаться за руки, условно, хотя это не самый большой грех, там, понятно, да? А на самом деле, но мы сейчас, что имел в виду я? Я не то, что на этом настаиваю, то, что, это чуждо нам. То есть я не говорю, что это, допустим, там, это такое преступление большое. Да пусть кто хочет, держится, пожалуйста. Но я почему сказал, что это нельзя. Условно говоря, если бы сегодня сказали «можно», я бы не стал держаться за руки публично на улице, потому что я не могу, у меня физически это не получается, мне становится некомфортно. Я про это и сказал, что есть устой, традиции, конкретно, допустим, осетин, и не нужно их в этом смысле смотреть с оттенком, это вот темные традиции. Нет, они на самом деле ведут, на самом деле, вот банально, сегодня за руку, завтра за талию и так далее, как бы, вот, и все элементарно, поэтому, допустим, вот я считаю, что, субординация осетина и осетинки должна быть всегда в обществе. А если, Элина, согласись, есть еще и семья, дом, муж, жена, условно говоря, да, там,
это уже другая история, и не нужно это, я думаю, что с этим как-то связывать. Я прям представила эту пару, когда, знаете, парень и девушка, он ей так, субординируй. Нет, ну не субординируй, почему? Все же гуляют. Я лично не раз гулял с девушками, даже Жена смотрит. когда Фраза женат не «все же был. гуляют», да? Да, она знает. И я ни за ручки не держался, и нормально все. Поэтому как бы... Алан, единственное, с чем не соглашусь, я про темные времена не говорила. Не, я не цитировал. Давайте вас. пойдем В по принципе, традициям. многие люди к этому относятся, типа это вот темные времена, вот почему нельзя. Небольшой вопрос. Просто вот когда Алина начала говорить, я так тут ехидно начал руки потирать. А почему? Потому что она сама подвела меня к этому вопросу. Не надо. Надо, Какого? надо, Элина. Вот вы как раз-таки тот человек, который любит неудобные вопросы задавать. Вы говорите, и я полностью согласен с тем, что... Да, лучше на «ты». Да? Почему-то я. Да, можно. Спасибо. Прям легче становилось. Так, а то и так лысею. Так вот, ты сказала, что традиции появились тогда, когда в них была необходимость, в них был смысл, и, собственно, потому они и появились. А Да. сейчас появляется лицемерие, потому что сейчас утратился смысл. Так ты хочешь сказать, что сейчас смысла в этих традициях нет, правильно? Да. Сейчас есть потребность в новых традициях. Ага, вот к чему мы и пришли. То есть То есть должен быть И мы сейчас придем ребрендинг понемножку традиций. к Я, Кражем кстати, не невесты нападал идем. бы на Илину, я тоже в какой-то степени вот часто рассуждаю, так считаю, что почему, допустим, сегодня есть раздел общества, да, кто-то вот сугубо вот надо по-осетински, традиции и все, кто-то наоборот говорит, надо более лояльно, кто-то вообще говорит, да зачем нам это все нужно, условно говоря. Я вот приведу маленький пример, и мне очень вот на самом деле приятно, что этот эфир сегодня состоялся, я использую вот это вот эфирное время. У меня вот недавно была у самого свадьба, и мы очень долго думали, как ее сделать, чтобы она была по-осетински и так далее, и так далее. И там был ключевой момент, когда вот я всю жизнь считал, что я не буду на своей свадьбе танцевать с невестой. Потому что... Подожди, у нас есть видео. Давай Да, тогда у нас посмотрим видео есть, это кстати видео, Давайте а потом посмотрим, я обсудим. Давайте, да. Я вот как Смотрим. раз Илину в этом смысле немного поддержу. Хорошо. Итак, Алан, Да. какие ваши оправдания? Да. Первое, как бы, мероприятие тоже я там присутствовал, это мой друг. Они вот так это видели, допустим, да, вот. А я, допустим, по-другому объясню, как это получилось. Ну, давайте сначала скажем, вдруг нас смотрят где-то за пределами республики, да, не принято танцевать жениху с невестой на осетинской Да свадьбе. и вообще не принято жениху находиться в день свадьбы. Ну как, на самом деле... Раньше Теперь было не оправдывайся. принято. Да, я Давайте вот как раз уточним. вот именно вот, я вот, Элина заговорила, очень важную тему подняла, я вот сейчас ее буду развивать. Как поступили мы? Я очень много наблюдал за свадьбами и думал, вот настал мой день, условно говоря. И мне, как сыну значит, своего отца, нужно показать и сделать осетинскую свадьбу. Но я понял, что на осетинской свадьбе будут мои друзья из разных уголков России, даже мира и так далее. И меня на этой свадьбе не будет. И все-таки я решил, что надо мне там находиться в любом случае. Потом я понял, что на осетинской свадьбе не получится сделать кульминацию, если на самом деле не будет танца жениха и невесты. И человек, который, вот я про себя говорю, который вот категорически был против того, чтобы жених и невеста танцевали, я, значит, попросил у своего отца минуточку внимания и попросил, и спросил его, как ты считаешь, если вот мы на нашей свадьбе сделаем так, что я вот приглашу невесту, и мы один круг станцуем, и дальше этот танец продолжат мои друзья и так далее, и так далее. И обосновал ему почему. Сегодня мы берем европейские танцы, в обнимку танцуем, там, танцуем на свадьбах и в осетинских нарядах, и в европейских нарядах, и в открытых, и в закрытых, неважно. То есть мы берем, сегодня настало то время, как Элина сказала, что нужно что-то нам привнести новое, да, в нашу традиционную культуру. В данном случае свадьба. И вот я понял, что вот наш Ирон Важдан Хонга Кафт — это танец, который не нарушает никакие устои
традиционные наши. Почему бы сейчас, вот в 21 веке, в 2018 тогда году, не ввести эту традицию как норму и как красоту остинской свадьбы? Алан. Но это не новатор. Я к тому, что... Я даже, знаете, как подозреваю? Я подозреваю, что это, в принципе, до этого это было, я думаю, что нормально, чтобы станцевал жених и невеста, Уаждан, Юронкаф, Такаф, это что, все, они станцевали. И этим самым это первый их путь, так скажем, первый их танец Можно совместный. вопрос Алану задать? Конечно. Я быстро сейчас договорю. И то есть мне показалось, что вот эту моду ввести, это хорошая мода. Она не противоречит, она не И ведет... хорошая Мне идея. нравится Да. ход твоих мыслей. Я бы хотел, допустим, чтобы на остинской свадьбе это стало кульминационным моментом. Культурный, красивый остинский Будем танец голосовать? жениха и невесты. Кто за? Так, а теперь вопрос от Элины. Нет, я просто хотела спросить, если я не ошибаюсь, ведь свадьба происходила где-то в зале торжеств. В ресторане, да. Да. То есть видишь, ты уже спокойно к этому относишься. А раньше... Нет, я объясню. Но ведь смысл свадьбы был как раз-таки в том, чтобы привести к себе в дом. То есть, в принципе, нарушения-то пошли не с танца. Женщине, не торопись. Мы привезли нашу невесту в наш дом. Ее подняли в наш дом сначала. Шкофтоин, все, она там постояла, побыла. А потом оттуда ее отправили уже в ресторан. Вот оно Поэтому все было нормально. А, А в ресторан, потому отстрелялся что я не могу, профессионально. около 2000 человек, значит, сегодня такое время. Вот на нашей свадьбе было очень много гостей, и нужно было им создавать комфорт и так далее. Нет, я поэтому- спросила не для того, чтобы тебя даже попытаться подловить. Тут смысл в итоге я вопроса ответил был. достойно? Нет, смысл вопроса был в Ты другом. молодец. То, что просто ты еще раз подтвердил, что не всегда получается делать все так, как когда-то было задумано. Да, Но а еще помните, не- можно адаптировать к сегодняшнему времени, я думаю, что это Да, будет все нормально. меньше времени, к сожалению, остается. Мы не успеем и, наверное, половину обсудить, что планировали, но это, наверное, уже на следующий раз отложим. А насчет предложения руки и сердца. А раньше этого не было. И обмена кольцами тоже не было в нашей культуре. Но сейчас обмениваются кольцами и на шушаксет, и на самой свадьбе. И предложение Я делают был кто... соучастником этого. Да, я знаю. И я думаю, каждый из нас рано или поздно в этом поучаствует, но предложения наши делают просто настолько фантастически, нереально, какие-то Романтически. романтичные. Да, давайте посмотрим и обсудим. Смотрим. Ну что, мы за эту традицию оставляем? Но у нас же есть видео и с другим вариантом предложения. Ты не покажешь две стороны медали. Вот как сказала Лана, можно же адаптировать все это под сегодняшний день. Ну, Давайте-ка давайте. посмотрим наш вариант. Молодец, Давид. Я вот, как, знаете, как я, допустим, я тоже Элину в этом смысле как бы поддерживаю, но я знаю ситуацию. Это великолепный танцовщик Аслан Кугаев и его нынешняя супруга, и он, и она танцевали на тот момент в ансамбле «Алан». Они очень часто выступают на различных мероприятиях, корпоративах. Я думаю, что это все-таки было стечение обстоятельств, и эта идея пришла к ним так, что они в этот день, условно говоря, находились на работе, и, так скажем, из-за того, что у него больше времени, другого не было, он это решил так красиво сделать, и дай бог им счастья. Неубедительно. Ну, наверное, я вас попрошу, каждого из вас, все-таки подытожить и сказать, что для вас любовь по-осетински, Опять это в классическом вот вашем понимании. Какой она должна быть? По-быстрому, буквально в 2 словах. Давайте. Давид. Элина Табуовщи. слово. Элина. Ой, ну любовь по-остински мне вообще не нравится эта формула, эта фраза. Что это, Элина? Это просто любовь. Ну, наверное, где-то, да, с учетом нашего менталитета, но просто любовь. Да. Я, допустим, не могу сказать, что это что-то особенное. Хорошо, Алан. Ну, я, допустим, конкретно, как спросили, так и отвечу. 2 слова. Любовь по-осетински – это не, Осетинская любовь. не он и она. Это он, она и большая семья. Вот так, Давид.
Любовь по-осетински нет такого слова. Все. А я А скажу, что спрашиваете тогда? а я скажу, что любовь по-остински это такая же, как и любая другая. Главное, чтобы она была во всем взаимная. И это были пазлы. Спасибо, что сегодня оставались с нами. В пятничный Отстрелялись. вечер Мне так прошел на неловко ура. никогда не было. Никогда не было так неловко. Господи, До заслужили. новых Кажется, встреч. что правильно. Пока, машем. Я? Пока-пока.